с 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. Якутск вместе со всей страной торжественно отметил 81-ю годовщину Великой Победы. Праздничные мероприятия объединили тысячи жителей республики, от ветеранов, ковавших победу, до молодежи, которая сегодня хранит историческую память. Торжественная церемония возложения цветов к монументу воинам-победителям началась с минуты молчания в память о павших героях. Одним из самых зрелищных событий праздника стало военно-патриотическое шествие. Его главная цель – напомнить о подвиге поколения победителей. Война затронула практически каждую семью в республике, и память о героях здесь передается из поколения в поколение. Самым массовым событием по традиции стала акция «Бессмертный полк». Тысячи якутян вышли на улицы с портретами своих родных, фронтовиков и тружеников тыла, чтобы вновь рассказать об их мужестве и самоотверженности. Участник войны, Великой Отечественной войны, он вернулся на родину с большими ранениями, но мы гордимся, чтим его память. Дедушка воевал, видите, рядовой санитар 1-го батальона Северо-Западного фронта. Я нашел его дело, он без вести пропался. С моего рождения всегда прихожу. Раньше до этого с бабушкой шел, но теперь без нее. Сохранению памяти о подвигах земляков сегодня уделяется особое внимание. В прошлом году в республике стартовал проект «Бастионы памяти». Обелиски воинам-якутянам уже установлены на Мамаевом кургане, у озера Ильмень и в Смоленской области. А 7 мая этого года памятный знак открыли в Калужской области, где увековечены имена более 800 якутян. В этом году мы поставим также обелиски в Ростовской области, в Донецкой Народной Республике и в Республике Беларусь. Работа уже начинается. Я, конечно, хотел бы выразить благодарность всем тем, кто занимается поисковыми работами, всех тех, кто помогает строить эти обелиски, администрациям субъектов Российской Федерации, ну и конечно, всем якутянам, которым это дело очень близко к сердцу. Я уверен, что и в других регионах Российской Федерации, других стран, где сражались за Родину и погибали наши воины-якутяне, такие обелиски обязательно появятся. Особое внимание в День Победы уделили преемственности поколений. Около 1000 молодых людей приняли участие в патриотической акции «Вальс и Осохой Победы». Через музыку, танец и народные традиции молодежь выразила благодарность поколению победителей. Принимаем участие уже 2-й год. Для нас это очень важно и ценно, так как это прививает нашу молодежь ценить то, что было. Память будет жить об этом вечно. Невзирая на то, что пытаются переписать историю или как-то исказить, мы просто не можем дать этого сделать. Сегодня в Якутии проживают 7 ветеранов Великой Отечественной войны. 3 из них лично приняли участие в праздничных мероприятиях. Один из них – почетный гражданин республики Наум Трифонович Слепцов. На фронт он ушел совсем молодым, участвовал в штурме крепости Хайлар. После войны вернулся в Якутию и посвятил жизнь развитию образования. Сегодня Наум Трифонович – глава большой семьи. Отец 6 детей, дедушка 13 внуков и 8 правнуков. Я вам всем желаю здоровья, благополучия и успехов во всем. Не только в работе, но в своей личной жизни. Дружите всегда со спортом. Вам всем счастливого долголетия. Науму Трифоновичу 102 года. Несмотря на возраст, он остается активным, увлекается шахматами и шашками. Более того, в 96 лет выполнил норматив кандидата в мастера спорта. 102 года ветерану нашему. И буквально вчера он закончил турнир свой по шахматам и шашкам. Участник этого турнира, да и другие, являются уже кандидатами, мастерами спорта. Это победа Наума Трифоновича. Как говорится, подвиг ветерана продолжается. К сердцу прижал, как будто он волжские видел
Всего в годы войны из Якутии на фронт ушли более 62 тысяч человек. Среди них Кирилл Егорович Павлов, участник разгрома Квантунской армии. Он родился в 1926 году, а на фронт попал в 1944, будучи студентом педагогического училища. Кирилл Егорович принимал участие в освобождении территории от японских захватчиков и стал частью поколения победителей, чьи судьбы навсегда вписаны в историю страны. Война была жестокая. Маленькой нашей республике погибло 38 тысяч, в том якутян. Вот они очень хорошо сражались, эти наши якутские наши воины в Великой Отечественной войне. Наши ветераны тыла, которыми наша республика помогали фронту. Это они самоотверженно не работали. Еще один участник советско-японской войны – Мартын Герасимович Григорьев. Летом прошлого года ветеран отметил свое столетие. В 1943 году 18-летним юношей из Сунтарского улуса он ушел на фронт и стал командиром зенитного расчета 37-й автоматической пушки. Его боевой путь пролегал через Маньчжурию, а домой сержант Григорьев вернулся только в 1951 году. Я, конечно, защищал вашей будущей жизни. Я с немцем воевал и воевал с японцем воевал. Двух великих этих противников я участие принимал советскими. Будьте здоровым, живите радостно, живите здоровым, грамотным. И большие знаниями жизни, большим, доброй, хорошей здоровье. Живите, живите, живите. Через тяжелые испытания войны прошел и Семен Иванович Колтовской. В ряды Красной армии его призвали в 1944 году. До этого он трудился в тылу в родном колхозе, помогая фронту. После службы в советско-японской войне Семен Иванович посвятил себя мирному труду. Папу призвали в ряды Красной армии в 1943 году. Его направили, получается, сначала военные учеба была, потом уже служил он в Японии. И, конечно, война была очень страшной. Японцы, папа говорит, были очень жестокие. Был ранен. И, конечно, горел. Сейчас ожоги эти все прошли. Когда с мамой встретились, и папа боялся что никто его не полюбит, потому что ожоги были очень страшные по телу, да. Благо, что мамочка его полюбила всей душой. Нас 4 появилось детей. И мы, конечно, благодарны тому, что все-таки, жизнь продолжается. И благодаря нашему папе появились дети, внуки, правнуки. У папы 8 правнуков уже. Семен Иванович родился в 1922 году в Вилюйском улусе. После войны служил в органах внутренних дел, получил звание отличника МВД, а позже работал внештатным корреспондентом республиканской газеты. За мужество и многолетний труд ветеран был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и другими государственными наградами. В Нерюнгринском районе сегодня проживает легендарный ветеран Великой Отечественной войны Валерий Михайлович Спиридонов. Почетному гражданину Якутии 100 лет. Его военный путь начался летом 1944 года. А в прошлом году Валерий Михайлович в качестве почетного гостя принял участие в Параде Победы на Красной площади в Москве. 9 августа была объявлена война Японии. Мы в составе полка перешли границу Маньчжурии и пошли, прямым курсом на Пекин.
Ну, по пути, как конечно, были сражения, правда, небольшие, потому что японцы уже сразу стали отступать. Первые же ночи они нас бомбили. Было много жертв в нашем полку. В том числе автобус санитарный вместе с врачом и его помощником были уничтожены. Мы остались без медицинского обслуживания. После войны он 3 года служил командиром танка Т-34. Валерий Михайлович награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью за победу над Японией, 2 медалями Жукова. Демобилизовавшись, трудился маркшейдером и токарем. В 60-е годы работал учителем труда в школе в поселке Чульман. А с 1970 года до выхода на пенсию в Чульманском строительно-монтажном управлении. Валерий Михайлович является членом Совета ветеранов войны, тыла и труда. В настоящее время проживает с дочерью в Нерюнгри. Ну, он действительно любит жизнь. Вот, мне кажется, секрет его жизни – вот это любовь к жизни и желание помочь, желание что-то сделать. И вот он еще так поскромничал. Мы же помогаем СВО. Вот, мы каждую неделю по 500 рублей, вот, папа, я и Андрей, вот я 1500 перевожу в Севастополь, готовят там, ну, пищу, вот эти сухие борщи, вот это все. И вот мы помогаем вот с 22 года, наверное, с 23, в общем, ну, вот уже достаточно долго. Папа говорит, конечно, говорит, надо помогать, если не трудом, так хоть денежкой. Для всех якутян ветераны Великой Отечественной войны остаются примером стойкости, преданности Родине, уважения к труду и ответственности перед будущими поколениями. Их боевой и трудовой путь – живая история республики и всей страны. И с каждым годом 9 мая в Якутии становится не просто памятной датой, а днем народного единения и искренней благодарности поколению победителей. Праздник вновь напомнил главную истину – никто не забыт, ничто не забыто.